первоклассники были ингуши, вот, в том числе. Потом я видел отъезд. Это грандиозное впечатление в моей жизни. Я даже считаю себя певцом этой темы. Сейчас я говорю не о своем творчестве, но во всяком случае у меня немало стихов, посвященных тем переживаниям. Вот. И, кроме того, к этому добавляется моя с самых ранних юных лет дружба, насколько это возможно, со старшим, огромная разница в возрасте, но все-таки это была дружба многолетняя с Арсением Тарковским, к которому я был близок, которого я любил. Вот. И тут существенно, что он был первым русским переводчиком Линдеева. Тарковский был крупным поэтом, думаю, одним из лучших русских поэтов второй половины прошлого века и одним из самых великих русских переводчиков всех времен, гениальным переводчиком. Я думаю, что значит, он едва ли не лучший переводчик поэзии Востока. И тут примечательно то, что его, собственно говоря, путь переводчика начался с Северного Кавказа и именно с переводов чеченских и ингушских поэтов. Прежде всего, и именно Яндиев привлек его внимание, он его высоко характеризовал в своей записке, в «Союз писателей». На него возлагалась еще задача дать характеристики дарованиям местных поэтов. Он это сделал объективно, честно, с пониманием поэзии, с пониманием духа вот, народной, то есть поэзии, приближенной к фольклору, вот, и оценил лирическое дарование Яндиева очень высоко, угадал его и перевел ряд его стихов, и я считаю, что до сих пор его переводы остаются лучшими, сделанные им тогда очень молодым человеком, переводившим молодого Яндиева. Вот, и они являются некоторым образцом. Конечно, потом, позже, Яндиева, уже ставшего очень известным поэтом, переводили другие переводчики, в том числе Липкин, некоторые другие, но я считаю, что переводы Тарковского остались лучшими. К тому же, вот еще одно обстоятельство для меня существенное. Вот, я буквально с младенческих лет в Средней Азии помню Кайсера Кулиева. Вот, он приезжал в дом моего отца, вот одно из первых моих воспоминаний. Вот, это Кулиев во дворе нашего дома. Вот, а потом, значит, потом я вырос, прошло много лет, и даже я подружился, значит, с Кайсыром Шуваевичем Кулиевым и даже стал его переводчиком. И я знал о дружбе, связывавшей его с Яндиевым. Вот, они были очень близкими друзьями во времена ссылки и потом. Вот, это был круг наиболее выдающихся поэтов Северного Кавказа, объединенных просто братством. И тут, конечно, разные судьбы. Вот, в силу причин, разных причин, в силу особенностей характера, ну и, конечно, в силу политических причин, вот, Яндиев не приобрел такой известности, как некоторые другие, как Кулиев, как Гамзатов и другие. Но это не значит, что его поэзия утратила силу и что она не содержит того ресурса, который понадобится переводчикам будущего. То есть
навсегда и так далее в литературе своего народа. Тут еще то, что я всегда считал, что численность народа не является определяющей для ценности его культуры, литературы. Простой пример. Смотрите, на Украине есть замечательная поэзия, но нет прозы. Вот при их численности там 40-50 миллионов. А в Норвегии маленькая, 2-3 миллиона, но величайшая проза. Так что это великий поэт может появиться среди самого многочисленного народа. И как раз Северный Кавказ нам дает такие образцы. Мы живем во время очень обострившегося национализма, точнее национализмов разных. И это всегда тупик. И я всегда считал, что национальное есть все-таки средство доставки. Великий поэт Заряд, он через национальное продвигается мирового, но его заряд, это не ракета, а тот заряд, который несет эта ракета, это принадлежит всем. И с этой точки зрения родными для него были Кулиев, Хитагуров, и Гамзатов, и многие другие поэты Кавказа, и русские поэты, которые он знал, конечно, прекрасно, и так далее. И Тарковский. И его переводят сейчас на русский язык. И я перевел ряд стихотворений, надеюсь продолжить эту работу. Мне очень нравится его характер, его темперамент. Я лично его не знал, но вы увидите вновь, наверное, кадры кинохроники. И поражает, что в силе этого человека она выражена на фотографии, но еще более, конечно, в динамике кино. И голос, который читает эти стихи. Это чтение совершенно необходимо, конечно, для перевода. Видно, какая сила вкладывается с большим нажимом в каждое слово. И угадываешь характер этого стиха. Меня всегда радует проявление интернационализма. Например, для меня большой радостью было то, что один азербайджанский писатель, подвергшийся гонениям, все же написал несколько благоприятных страниц об Армении сейчас. Книга, она вышла в Осетии. Это переводы на осетинский язык Джамаладдина Индиев. Перевел на Фиджусой. И очень проникновенно написал просто Сарданию о былой дружбе. Это очень проникновенные по-русски написанные страницы. И меня радует, что лучший осетинский поэт нашего времени, Аксар Кадзати, подписал ходатайство, которое мы подавали большим коллективом, о сохранении дома-музея Лендиева в Балтии, на его родине. Теперь я хочу все же прочитать не свои переводы, а два перевода Тарковского, сделанные так давно и так замечательно. Сердце. Почему с такой жаждой это сердце рождено, что лететь за птицей каждый порывается оно? Если б мог я птицей реять, я б слетел к сердцам людей, и любую грусть развеять мог бы песнью своей, я бы юных сил кипенья посидевшим возвратил всех не знавших поисщения, я бы вышел из могил. И тогда я стал чудесней птиц, поющих по весне. Как я был бы счастлив песней, зародившейся во мне. Все, забыв свои печали, полюбили бы голос мой, на ладонях бы держали этот трепет золотой. Потому с такой жаждой я на светлый мир смотрю и слежу за птицей каждой, улетающей в зарю. Прожил в Киргизии с 1944 по 1956 годы. Работал на незначительных хозяйственных работах, не имея возможности писать стихи и издавать их. В ссылке потерял брата, отца, сестру, 2 сыновей.
началом хрущевской оттепели Джамалдин Яндиев вместе со своим другом по судьбе и поэзии Кайсыном Кулиевым приезжает в 1956 году прямо из города Фрунзе в Москву на высшие литературные курсы Литинститута имени Горького. В 1958 году, успешно окончив курсы, возвращается на родину, вернее, в город Грозный. В пригородный район, в родную Балту, воспетую им в стихах, ходу не было. Там жили чужие люди. С 1959 по 1966 годы Джамалдин Яндиев работал главным редактором ингушского вещания на телевидении в Грозном. С 1966 по 1975 годы литературным консультантом Союза писателей Чечено-Ингушской республики, автономной республики. 23 августа 1979 года после тяжелой болезни поэт скончался. Похоронен, согласно его воле, на старинном ингушском кладбище в любимой Балте. Книги Джамалдина Яндиева на ингушском и русском языках. Заман Кизге, Дегелуаз, Вясти, Дегелос, Ньяна Луанош, Стихаш, Белке, Уйлаш, Хержерыш, Эхерчешерышкара Стихаш, Науха Биари. Двухтомное собрание сочинений, неполный корпус стихотворений на ингушском языке. Поэты Чечено-Ингушетии, чечено-ингушская лирика, зеркало жизни, сердце матери, горская песня, стихотворение, лавина, стихи, утренние мысли, весенний зов, жизнь моя, встревоженная птица. Дорогие друзья, тема творчества выдающегося ингушского поэта Джамалдина Яндиева, остающаяся актуальной на протяжении века, настолько многогранна и глубока, что имеет множество подтем и подтекстов. Особая же ее значимость, на мой взгляд, состоит в осмыслении неприходящего духовного наследия, по выражению Марьям Яндиевой, уникального, неповторимого национального лирика, приобщающего, опираясь на богатство фольклора и нравственной тверди традиционной культуры ингушей, ее носителей к общечеловеческим ценностям. Мне кажется, вообще все творчество Джамалдина Яндиева – это призыв к общечеловеческим ценностям. Подобное осмысление представляется архиважным в условиях переживаемой нами ситуации, связанной с противоречивыми процессами глобализации и западной, и восточной, которые препятствуют сохранению культурной целостности и духовного облика народов, особенно малых, и являет проблему самого существования культуры и общества, поскольку массовая культура – это унификация, деэтнизация традиционной культуры. Этим усиленно навязываемым в различных вариантах, порой противоестественным, разрушительным процессам необходимо противопоставить воспитание, особенно у молодой части населения, духовных качеств, духовных идеалов, которые могут быть выстроены на основе творчества Джамалдина Яндиева, где каждое произведение является собой урок праведной жизни, сакрального отношения к матери, к родному языку, к родине, к друзьям, где невозможно правду путать с ложью, где даже тишина исходит честью и благородством, где осознание человека и человеческого общества в целом – это осознание себя, своего существования в масштабах мироздания. В обеспечении новаторского подхода к изучению поэзии Джамалдина Яндиева видится возможность спасения от потребительского отношения к культуре только как к зрелищному маскульту, а значит, спасение от того, что рождает усредненный, примитивный уровень и не способствует развитию художественного вкуса, творческого мышления,
эстетической ориентации молодого ингуша, которого мы хотим видеть зрелой нравственной личностью, а не объектом культурного зомбирования и манипулирования. Ведь вопиющий современный кризис идей, смыслов и идеалов, затянувшееся победоносное шествие процессии симулякра, объявшего всю страну шедеврами в кавычках, дает молодежи искаженную картину мира, уводя ее в тупиковые и темные лабиринты поисков духовной, религиозной, национальной и так далее идентичности, часто приводящие к физической и нравственной гибели. Эта озабоченность также проявляется в работах Марьям Яндиевой. Обращение к произведениям Джамалдина Яндиева и их глубокое осмысление необходимо для осуществления благотворного влияния, направленного на изменение искаженного сознания тех, кто уже начинен, мягко говоря, низкопробной и дезориентирующей литературой. Сегодня именно молодежь остро нуждается в подлинных и художественно полноценных текстах. И поэзия Джамалдина Яндиева является той, которая способна воспитывать в человеке чувства добрые, формировать более сложные духовные начала. Джамалдин Яндиев, как уже было отмечено, стал первым народным поэтом Чечено-Ингушетии. Он был первым из ингушей избран председателем Чечено-Ингушского союза писателей. Он первым начал освобождать ингушскую поэзию, что очень важно, от чрезмерной фольклорной и идеологической перегруженности, сухой риторики, партийных лозунгов, свойственных поэтам периода становления и развития советской власти, а в более поздний период спасал ее от нигилистических нападок, настойчиво обращаясь к вековым обычаям и духовным традициям народа, не позволяя отрывать современную культуру от ее истоков, лишая ее тем самым национальной самобытности. И таким образом противостоял развернувшейся тогда кампании по борьбе с культурным и духовным наследием прошлого. Джамалдин Яндиев внес свежее дыхание жизни в ингушскую лирическую поэзию. Именно он стоял у истоков нового направления в лирике, которое повернуло ее в русло истинного лиризма, откровения и мышления поэтическими образами. Прежде всего, творец вновь стал открывать красоту природы и душу человека с ее радостями и горестями. И созданный им таким образом яндиевский канон позволяет считать его основоположником ингушского литературного поэтического языка. Он был одним из очень узкого круга людей, которые не позволяли себе подобострастные реверансы, обращенные в сторону властных структур, обладая стойким внутренним стержнем, и всегда имели свое собственное мнение, отличное от всевозможных неразумных, но настойчиво насаждаемых установок в виде надуманных схем и шаблонов, направленных на стирание самобытной национальной сути. И эта его непоколебимая позиция подтверждается словами самого Джамалдина Яндиева, ставшими крылатыми: начальники уходят, а поэты остаются. И потребности. Именно поэтому мы так явственно ощущаем в произведениях поэта скрытые признаки противоречивого сосуществования его внутреннего мира с миром внешним. Они несут в себе одновременно и историческое содержание, и вечные истинные ценности, включают в себя огромный жизненный опыт, отмеченный трагедиями, потрясениями, которые так ярко выражены в национальных образах мира. Это, говоря словами Марьям Яндиевой, живое, сердечное выражение в поэтическом образе и неповторимости горной Ингушетии.
и чудо родного села Болта, и живописных красот Дарьяльского ущелья, и быта, и бытия своего народа с его нравственной философией и стоицизмом. Это тревожное осмысление существования в условиях катастроф 30-40-х годов XX века и предвидение и ощущение будущих трагедий ингушского народа, Кавказа и мира в целом в 21 веке. Образы и смыслы лирики Джамалдина Яндиева, исполненные красоты и обаяния его завораживающих строк и строф, органично растворены в интонации, ритме, музыке стиха и как элементы формы как бы невидимы. Великий балкарский поэт и близкий друг Джамалдина Яндиева Кайсым Гулиев писал, что поэзия рождена из света и добра, что злоба и вражда не способны создать ее, следовательно, поэзия не может служить им. Я думаю, и для меня, и для других почитателей таланта Джамалдина Яндиева так притягательны сам поэт и его бесценное творческое наследие, прежде всего, сияющим духовным светом, кристальной чистотой и добротой, которые пронизывают все его произведения, обволакивая души читателей. Его сущности с природой родного края, от которого он был насильственно отторгнут, но постоянно жил им и с ним. Неприходящей нравственной сутью, царившей в его собственной жизни и продолжающей царить в его произведениях, являя каждое из них уроком чести и редкостного благородства, неизъяснимо глубоким и трепетным чувствованием родного ингушского языка, что ощущается в каждой строчке поэта, истинной народностью его произведений, которой не могло бы быть без опоры на богатейший ингушский фольклор и этико-эстетическую твердь традиционной культуры ингушей, философской составляющей, которая прослеживается во всех творениях Джамалдина Яндиева, свидетельствуя о его космическом сознании. Посмотрите, как он, по словам другого ингушского поэта Герихана Галиева, сумел вложить в короткое стихотворение всеобъемлющую информацию о жизни. Есть 4 начальных слова, и каждый народ их вручает ребенку навечно беречь и любить. Слово «жизнь», потому что и он будет время, умрет. Слово «смерть», потому что он обязан правильно жить. Слово «родина», что продавать на базаре нельзя. Имя, данное матерью, пусть беспорочно несет. Вот наследство, которое всем нам достается, друзья, и ответа от нас будет вечно требовать народ. Космическая тема, тема продолжения жизни пронизывает нежные строфы стихотворения, посвященного Джамалдином Яндиеву, сыну Шахбулату. Люди, злобу умерьте, тише, кто там кричит? Взгляните на ваше бессмертие, в счастье свое поверьте. Здесь малый ребенок спит. Тише, пусть смолкнет злая ненависть, гром беды. Он еще мал, он не знает жестокости и вражды. Слышите? Тише, люди, пусть ненависть замолчит. Пусть войн никогда не будет. Здесь малый ребенок спит. Дорогие друзья, существует изречение, возведенное в ранг закона. Подобное тянется к подобному. Видимо, именно этим законом объясняется то, что с Джамалдином Яндиевым судьба свела выдающегося осетина, о котором уже
упомянули, патриарха осетинской литературы, снискавшего все возможные и мыслимые прижизненные лавры, Нафи Григорьевича Джусойте, который стал побратимом поэта. К столетию со дня рождения своего друга Джима, так он его называет поныне, Нафи Джусойте издал во Владикавказе книгу, которую вам только что показывали, которая называется «Весенний зов». Он составил ее из своих переводов на осетинский язык избранных произведений Джамалдина и эссе о друге Джиме и тревожной судьбе Кавказа, кавказских языков и взаимоотношений народов. 40 стихотворений Джамалдина Яндиева из его посмертного сборника «Весенний зов» переведены Нафи Джусойте на осетинский язык и органично существуют под одной обложкой с его пронзительнейшей прозой, размышлениями о судьбе Кавказа и воспоминаниями о незабвенном ингушском друге. Отобранный корпус стихотворений и следующие за ними горестные заметы свидетельствуют, по словам Марии Андреевой, о том, что человеческая, мужская и творческая дружба неприходящая и есть фундаментальная основа для глубинного ощущения и осмысления прожитого и пережитого в прошедшем веке и тягостно ворвавшегося в век 21. Нафи Джусойте – свидетель и мыслитель, умеющий не только эмоционально-чувственно, пластически детализировать, но и философски обобщать. Он говорит о трагедии Кавказа и его народов взволнованно, ярко и мудро, давая читателю возможность активного размышления и личностной сосредоточенности на проблемах нашего бытия. В статье «Послание друзьям в страну безмолвия», помещенной в названной книге, он пишет: «Я обращаюсь к друзьям туда, где безмолвие не нарушается, если даже слышат голоса иного мира, а разлука с тоем необратима. И потом тихо, но внятно шепчу им свои горестные заметы сердца о Кавказе и кавказцах, которые оказались в водовороте великой беды, о Кавказе, нашем общем доме. Ведь я говорю с Кайсыном Кулиевым, с великим певцом из Чегемского высокогорья, с Магомедом Мамакаевым из Чечни, Джамалдином Яндиевым из Ингушетии». Здесь же помещена и другая статья Нафи Джусойте о своем друге Джамалдине Яндиеве «Прощание с другом», написанная через 35 лет после смерти ингушского поэта. «Брат мой, друг мой, человек несказанной доброты, около 30 лет мы в неодолимой разлуке. Я слышу твой весенний зов, но ты не отвечаешь на мой горестный клич», взывает Нафи Джусойте. Это клик человека, для которого жизнь и поэзия слились воедино. Это послание плачущей души человека, которому, как и Джамалдину, присущи лучшие человеческие качества, такие как честность, совестливость, верность в дружбу. О том, что этот ассоциативный ряд можно продолжать бесконечно, свидетельствует и его отражение в полученном мною видеообращении священнослужителя отца Иоанна, живущего на Архангельском севере. Он говорит, держа в руках книгу Джамалдина Яндиева: «Когда-то Лидия Корнеева-Чуковская говорила, что все наши книги – это письма к неизвестному другу. И когда друг откликается, читатель, надо думать, значит, я жива, мы живы». Этой весной до меня дошло письмо, которое было написано, как я теперь понимаю, замечательным человеком Джамалдином Яндиевым. Это имя мне было совершенно незнакомо, никогда не приближался к Ингушетии в плане географическом. Так сложилось, что моя жизнь была вся сосредоточена на севере, Архангельском севере. Поэтому все вопросы, которые стояли передо мной, касались этого края и людей, которые здесь живут.
И, наверное, именно поэтому мы можем проверить и испытать, какой человек заговорил с нами. Большого художника, большого поэта мы узнаем по универсальности его слова, которое пишется поэтом, исходя из своего личного опыта, исходя из опыта своего народа, но почему-то отдается, звучит, откликается в самых разных душах. И люди начинают прислушиваться, вникать и понимают, что голосу этому можно верить, и этому голосу есть что сказать. И более того, то, что он говорит, постепенно становится важным и для меня. Конец цитаты. Далее, говоря подробно о том, каким образом ему довелось прикоснуться к творчеству Джамалдина Индиева и что лично для него оно значит, отец Иоанн называет имена выдающихся людей: Кайсына Кулиева, Бориса Пастернака, его сына Евгения Пастернака, Сазерко Мальсагова и Марьям Яндиевой. Как вы понимаете, эти люди в разное время бывали на севере, ну а вот, допустим, о Кайсыне Кулиеве они просто слышали из рассказов тех людей, которые там сумели побывать. Он трепетно подчеркивает, что благодаря семье Яндиевых, Джамалдину и Марьям трубку изо рта. Он продолжал курить, с места не сдвинулся, обладающий таким непоколебимым мужеством, капитан, зауважал тебя навеки, стоим плечом к плечу мы вместе. Говоря об этом предельном горе, которое мужественно принимает на себя Джамалдин Яндиев, человек, устами которого говорит ингушский народ, отец Иоанн вспоминает строчки другого поэта, Анны Ахматовой из «Реквиема», посвященные распятию. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Ахматова говорила о своем измученном рте, в котором кричит 100-миллионный народ. Я думаю, что ингушский народ выказывал свою боль благодаря Джамалдину, продолжает отец Иоанн, и признается, что поэзия Джамалдина Яндиева является для него светлым, добрым откровением, духовной энергией, которая своей правдой подпитывает его, придавая жизненные силы и уверенность, вызывая потребность снова и снова открывать эту его книгу посланий. Аналогичные суждения высказываются и в других видеороликах, полученных от жителей Севера, которые показывают, как чувственно и душевно они читают стихи Джамалдина Яндиева, а также и в приветственных адресах, поступивших на имя главы республики и Союза писателей Ингушетии в связи с вековым юбилеем Джамалдина Яндиева. От председателей Союзов писателей Казахстана Нурлана Мыркасимовича Аразалина, Кыргызстана Акбара Аблизовича Рыскулова, России Валерия Николаевича Ганичева, города Москвы Владимира Георгиевича Бояринова, Чеченской Республики Канты Хамзатовича Ибрагимова, Калмыкии Эрни Антоновича Эльдышева, Дагестана Магомеда Ахмедовича Ахмедова, Кабардино-Балкарии Муталиба Анзоровича Ипаева, Ставропольского края Александра Ивановича Куприна, да-да, тезка великого писателя, Адыгеи Исхака Шумаховича Машбаша, от председателя Североосетинского регионального отделения Союза российских писателей Гусалова Бориса Мустаевича, от министра культуры Кабардино-Балкарии Кумахова Мухаддина Лялушевича, от почетного президента и президента Клуба писателей Кавказа Гуртуева Салиха Султанбековича и Ахмадова Мусы Магомедовича.
от доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Туркаева Хасана Вахитовича, который присутствует здесь у нас, от главных редакторов редакции литературных журналов, в которых в течение 2016 года, объявленного в Ингушетии годом Джамалдина Яндиева, систематически публиковались новые статьи и научного свойства, и публицистические исследователи творчества Джамалдина Яндиева и воспоминания о поэте его современников. Это журналы «Великоросс», вернее, главные редактора журналов «Великоросс», город Москва, Голубничего Ивана Юрьевича, который у нас присутствует сегодня. «Войнах», город Грозный, Ахмадова Мусы Магомедовича. «Мингитау», Эльбрус, город Нальчик, Дадуева Аскера Таукановича. «Литературная Кабардино-Балкария», Хазеплова Хасана Меседовича. И журнала «Макдук», город Владикавказ, Кадзати Аксара Магометовича. Сейчас мы тут посовещались. Я считаю нужным все-таки сразу вам зачитать приветственный адрес Ганичева, который отсутствует по болезни, но здесь собирался быть Геннадий Викторович Иванов, который оказался в командировке. Вот. Ну а вот Бояринов, Нина Попова, Людмила Щепахина, они все собирались быть, и еще целый ряд писателей. Но многие из вас, наверное, в курсе, что сегодня хоронили Феликса Кузнецова, замечательного писателя, их друга, и, конечно же, они не могли не быть с ним вот в этот последний день его на земле. Тепло, ну, не буду, значит, писать обращения, я уже сказала, что они и на имя главы республики, и на имя председателя Союза писателей. Тепло и сердечно поздравляю Союз писателей и весь народ Ингушетии со знаменательным и значимым в культурной сфере России событием, столетием со дня рождения выдающегося ингушского поэта Джамалдина Яндиева. Этот знаковый юбилей вызывает волнующие ассоциации, связанные с различными судьбоносными вехами жизни Творца, в которой удивительно сочетались, не нарушая гармонию, свойственную его сущности, переживания тяжелых испытаний и ощущения счастливых мгновений. Они, естественно, не могли не отразиться в его замечательных поэтических творениях. Но именно эти произведения, являющие собой бесценный вклад в развитие ингушской и российской литературы, представляют миру автора, не утратившего, а укрепившего в себе человеческую мораль и неколебимую нравственную твердь. Слово Джамалдина Яндиева пронизано беспредельной любовью к родине и народу своему. Оно свидетельствует о неразрывном единении поэта с природой отчего края. Его поэзия облагораживает, пробуждает патриотические чувства, ставит человека перед необходимостью тщательного выбора ценностных ориентиров, призывает к доброте и чистоте человеческой души. А его творения, переведенные на языки многих стран и народов, поныне способствуют развитию культурных связей и сплочению народов. Золотое наследие Джамалдина Яндиева всегда будет востребовано для людей, устремленных в мир красоты и правды, и оно неизбежно будет нести духовный свет человечеству на протяжении столетий, каждый раз открываясь по-новому во всей своей сущностной глубине. Председатель Союза писателей России Ганичев. Значит, мы, конечно
же, обязательно сегодня будем зачитывать все тексты приветственных адресов. Я думаю, люди, которые их отправили, заслуживают того, чтобы вы их послушали. Они будут зачитаны также на завершающем таком вот большом мероприятии, которое 10 ноября состоится в Центральном доме литератора. Но мы, чтобы так вот не нагружать вас сразу, мы решили делать это так. Значит, будут выступать, будут какие-то номера художественной самодеятельности и просто выступления. И вот между ними мы будем зачитывать по одному приветственному адресу. Я думаю, вы не устанете, потому что они настолько содержательны, они настолько искренни, и они настолько ожиданные ракурсы видения его творчества. Поэтому вот таким образом мы выстроим работу нашу. Вот, но Едиева о своем видении, его неоценимого вклада, которые прозвучат и на родном, и на русском языке. Янтняған жамалды договорятся. Хадок хыннычтэй парцены, сирды яха колым уаз. Су уазасы юзыгенны, мялкы занырыш айос. Сирды онавцу камяш, адыми сынуш халдус. Вахыр цар, худдолыш мяши. Бодонца, цыхаттыш упс. Ольга юцу няхы уйлаш, оулашты тайырсуш уж. Оамыл быцигер бух булыш, хастму беттылуш, цытуш. Қолым хылыц начал дуацыш, начал сигален соғытты. Хазам ялчы даба буацыш, цухабуалы пейді бы. Ыштыдықын бесадақы, хароцкхыны тайеттар. Беркатеді харытакы, хадыгляқтар, хахейтар. Бейті мукын бяхи хестыш, луами хестеш, хестыш бы, бақтар харцонах хақестеш, хар алып тахегішді. Зоуне баха или оттым, син халцу кизгячему хагойт әгга, ханы ötkін быцик йоққыш коттылу. Сузамынчо коры деп дуацы, дяпыл няқыш лихыр ат. Судор мыссыт сатем буацыш, ғайғақ дитса хынын сы. Юасуну да ецыш балы, сецырынец қасти дабацы. Сагытунс қыллачы ғалын, дозылын дица ватбац. Эккері кертер бол қобғағы, данис бя, ада от бя пяты. Мұртбы халқы буағы. Метті нол ыстылса дәп, моллығы ха отбя юазу. Юазу маанях хақул. Маанек әйленішкі голсы даты юга сегі уйл. Няны метті цырхабезім, бочич дешаш бочебок. Субезімін буарым байза, вал еще асыргет хақул. Ғылғай поэзин си дәпкар. Сунчулуацын қуағы бәр, дуақғы чылағат ысхалт яққар, тақ цунлықи дачуағяр, хұлыт жамал шеку юатсыр. Замын әздей белгілу ехаганс махбя ваклуатсыр, айх алейн еле халу. Дығылат хамял қырпаргиш, дығылат хахос камял, бақдолчу амар, кәхцелаттыш чақвалырық, хылтмын мял. Белгыл, хай, янтняған адыр, юғедяққа, поэзии, диғы юалер ам. Керді амы, юазын қошты дылыр зе. Айлым цбулспан хасақетім, бұқылар қознен дуне. Дайым лықбеш теген қетім, лор юцар, цу ғалғай қуане. Геттірі луадым болы хамы, ваш әхдянын хахабир. Поэзии Эльгизама, поэзии Абади. Это стихотворение, правда, я вот в рамках мероприятий, в рамках подготовки к мероприятиям написала. А вот то, которое я вам сейчас зачитаю, оно было написано на русском языке и несколько лет назад. Ты откровением небо покорил.
самозабвенно, народу неизменно предан был, и стал его душою, несомненно, жил для него и для него творил. Твой дух могучий в строфах поселился, пропитан сутью благонравной слов. Сквозь тучи негасимый свет пробился, преподнеся достоинство урок. Звучит так непохоже и тревожно глаз истины во мраке бытия. Ту правду путать с ложью невозможно. Мир чистоты, поэзия твоя, где каждое прочувствовано слово тобой так сильно, что от языка поэзии твоей исходит снова и снова вкус грудного молока, с которым ты впитал любви основу от благоверной матери своей к сакральному отеческому крову, к земле исконной древних ингушей и к языку ингушскому родному, что был бесценной ценностью твоей. В стихах истоки мудрого терпения, непознанная мысли глубина, энергия духовного прозрения, взывающая к чести тишина. Величие слилось здесь со смирением, в том состоял божественный посыл. Ты из трагедий черпал вдохновение и добротою неизбывной слыл. В твоих глазах, красивых и печальных, застыл отсвет страдающей души. В них след мужских незримых слез прощальных и боль, что испытали ингуши. Хранят тепло твои воспоминания, тоскою нежной вяжется строка о том заветном месте мироздания, где плачут скалы и бурлит река. Болта тебя явила всей вселенной, и ты не отрывался от корней, с мечтой не расставался вожделенной о возвращении родины своей. Там живо горных родников журчание и жажда, уносящая покой. Слов песенных твоих свежо дыхание, в сердцах потомков бьется голос твой. Да, жизнь твоя встревоженная птица, ты с выстраданной лирой воспарил, чтобы вечно в вышине звездой светиться и откровением небо покорил. Новых переводов. Ну, мне кажется, это солидно, слишком того, что я хочу сделать. Вот, я просто прочту несколько своих скромных перевожений. Понимаете, скажу несколько слов вот, предварительно. Видите ли, дело в том, что фраза в стихах «Над аулом стало солнце» может быть в одном языке гениальной, потому что все дело в расстановке слов, в сочетании звуков, в многослойности слова, в интонации и вообще бог знает в чем. Вот. Поэтому, конечно, всякий разумный человек понимает, что поэзия не переводима. Но если поэта переводит поэт, пусть даже меньший, я надеюсь, что может возникнуть поэзия, которая будет, конечно, не зеркальным отражением оригинала, что было бы абсурдом, но как бы родственницей той поэзии, может быть, в лучшем случае ее родной сестрой. Значит, вот мы услышали стихотворение на одном языке Яндиева, хотя и не ему принадлежащее, а Исе Диговой. И вот в этом сочетании гласных, согласных звуков, непривычных для нас здесь, вот, таится вот, поэзия, видимо, во всяком случае, такая сложность, которая ужасно сопротивляется своему переводу. Вот в этом столкновении звуков и их совместном движении вот есть что-то, что вот, непередаваемо. А из
конечно, он стремился оторваться от фольклора, насколько это было возможно. Я это так понимаю. Потому что иначе бы невозможно была бы лирика. Но я думаю, что он боролся не против фольклора как такового, то есть чтя его и любя, а именно против его избытка в лирике. Вот так я это понимаю. А фольклор все-таки у него присутствует в стихах. То есть он присутствует непосредственно и как некое следование фольклора выражений. Существует определенные идиомы. И вот я думаю, что в переводе не всегда надо их заменять. Не всегда. Вот. А вообще, конечно, это поэт чрезвычайно трудный для перевода, в силу кажущейся простоты. Вот она и есть простота, но это разновидность многосложной простоты, многослойной. Это наиболее трудный случай, редкость метафор и попытка передать дыхание. Но на моей стороне, как переводчика, в данном случае сам стих, в котором я угадываю нечто родственное русскому четырехстопному хорею, он же восьмистопный, если сложить строчку. Вот. Поэтому, как вы еще услышите, я думаю, авторское чтение Индиева очень сильное, и оно близкое некоторым русским стихам. Итак, я прочту несколько своих скромных переводов, без больших претензий. Как сказал наш великий переводчик Лозинский, перевод есть искусство утрат. И занимаясь переводами, думаешь, чем бы пожертвовать, чтобы сохранить главное. Это называется так просто. Надо жить. Если бы небо ясным было, обходилось без дождя, нам земля бы не дарила урожая, погодя. Будь то мягким, то сердитым, будь собою каждый миг. Как назвать того джигитом, кто бесчувствию привык, кто привычно, год за годом, свой язык помазав медом, жизнь без горести провел. Тот еще не ставший тенью, следуя чужому мнению, перед правдой пуст и гол. Будут радости, досада, в каждой жизни время им. По земле ходить нам надо, понимая, что творим. За валом вал вскипает, за годом год несется, ибо жила кровь стихает, и сердце тихо бьется. Что юность не свершила, под старость жжет сурово, все мнится, жизнь сила, придет, как юность снова. За валом вал вскипает, за годом год несется, и в жилах кровь стихает, и сердце тихо бьется. Всей душой хозяйка с мужем, он придет издалека, поспевает в доме ужин, просевается мука. Отруби во всех и в сите то, что блещет на свету. Горе, коль не отдадите людям сердцу чистоту. В многословие мало толку, если к звездам вой тянуть. Волк голодный будет долго, не насытится ничуть. Море, пенясь бешеной лавиной, вскачь пошло со всех копыт. Гулом рев, напомнив львиной, море черное кипит. Тот могуч, кто с ним поспорил, смел, кто вызвал этот пыл. Тот силен, кто раззадорил, храбр, кто в битву с ним вступил. Думы бурные поэта, колобродий паря, явят вдруг всю ясность света, возродятся, как заря. Олень. Там, поверх горы столовой, бродит по лугам олень, отхлебнув воды ледовой, щиплет мураву весь день. Вот, привстав, легко и лихо, он трубит среди ветвей, призывая оленику, и красуюсь перед ней. Но горою клича,
Грянул выстрел разрыв, прогремел, свалил добычу, и стрелка, свалив добычу, и стрелка развеселил. Родник, взвихрив мысль и сердце тронув, в голове ли он возник, или сердцем в зелень склонов, беглый выпущенный родник, как земля наполнен силой, ласков, как родная мать, стань, как сокол быстроплывый, чтоб отчизне жизнь отдать. Любимым, это последнее, пожалуй, нелегко в горах бывало, и земля была горька, кровью политая алой, миновавшие века. Наша жизнь не одинока, где живет родная речь. Землю, как зеницу ока, нам завещали беречь. Нет, не шли мы к мнимой Мекке в тяжкий день родной земли. Низко кланяться в Америке не умею, не могли. Все. Документальные книги о Джамалудине Индиеве в исполнении. Эта книга подготовлена другом автора. Книга стандартного формата 90-60/16. Так она по ГОСТу проходит. Ее правильный размер — это размер листа внутреннего 145 на 215 миллиметров. Книга твердая. Подразумевается еще особенно обложка, но она не готова, поскольку создателям было оговорено, что будет технология изготовления. И поэтому вот этот зеленый цвет называется зеленый империал, если кому-то это важно. Несмотря на то, что материал называется Калингор, и он номинально хлопковый, это вот все, что можно сказать про обложку. Как книга будет выглядеть изнутри? Вот здесь вы можете видеть написанные стандартные фотографии для всей книги. Она представлена на весь лист. Это вот фотография еще хороший и эффектный взгляд. Обратите внимание на взгляд, что он повернут вовнутрь книги. Это тоже символично и соответственно позиции духу книги, поэтому момент может быть малоприметный, но он довольно важен. Сейчас снимают документы и фотографии, поскольку документы они практически вводятся впервые в оборот. Не все, конечно, но довольно большая часть — это оригинальные сканы, плюс еще прилагаются расшифровки. Очень важный элемент, очень важный раздел — это фотографии. Фотографий будет порядка 300 штук, и этих фотографий практически никто не видит. Фотография печаталась на старом типе фотобумаги, который несет в себе органический слой, а органика, как вы знаете, она разлагается. Ниже представлены омажи. Омаж — это значит уважение, дань уважения тем, кто содействовал в участии в производстве книги. Но то, что вы видите, это, скорее всего, будет тут. Это примерно того, какая жестко там представлена. Все заглавия начинаются с верхней части страницы. По правилам золотого сечения текст начинает. Красная строка всегда начинается без отступа, и отступ идет только со второго абзаца, за некоторым исключением. Начальные буквы выделены полужирным символикой. Стихотворения вот здесь вот все. Здесь также представлены еще личные документы из архива Джамалдина. Это вот переписка между его старшим сыном Рустамом, к сожалению, покойным, и его первой женой Тамарой Чевиевой. Здесь показано, что есть ссылки, некоторые пояснения к непонятным местам в письмах. Письма пронумерованы, продатированы и разделов книги. Ну и последний раздел — это как выглядит фотораздел. Он выделен в отдельную графу. Это все перечислено. Их зачитывала Раиса Зелигова в начале сегодняшнего вечера. Это то, что опубликовано было на ингушском и на русском языках. Не выделяется в отдельный раздел, это, как правило, если написано 105-я страница, это означает, что может быть от одного до нескольких раз. Ну и чаще всего из фамилий, просто как любопытный факт, встречаются Мальцаговы. Мальцаговых очень много в этой книге. Вот знаменитых Мальцаговых, важных, вроде Дашенко Мальцагова или Рублева Мальцагова, ну, до малоизвестных, просто знакомых с Джамалдином. Это было слышно
справочник по разным темам. Что еще интересного вы можете обнаружить в книге? Выкрутился. Да, я извиняюсь, что я хвастаюсь, но мы будем ставить. Вот современная, та, которая использовалась у Найсаба в этой книге, которую только что вам показывал, это буква G. В общем говоря, откровенно не та буква. Поэтому при помощи вот один из самых разработанных, в нем где-то 12 тысяч символов, поэтому считайте разницу между этим и этим. Но вот здесь вот нету засечек, вот этих вот закорючек. Не буду вдаваться в детали, откуда берутся эти засечки, это тоже отдельная интересная история. Но я смог, я справился, по сути, не донос. Это Джабраил Картоев, который легендарный разведчик ингурский. Книгу можно читать, как я уже говорил, в любом порядке, хоть с конца, хоть с начала, хоть с середины. Есть такая легенда, что Сталин якобы читал книги так. Он брал книгу, открывал ее и начинал читать до тех пор, пока ему было неинтересно. Если ему не становилось интересно, он книгу убирал. Мы учили вот этот момент, поэтому если бы эту книгу взял Сталин, уверен, ему в какой-то момент стало бы очень интересно. Особенно на разделе ингурской песни о Сталине. Что в книгу не попало? Изначально верстка книги, она была целый массив документов из отдела кадров Союза писателей, просто личные какие-то документы, и это довольно сильно повлияло на содержательность книги. Но, к сожалению, все впихнуть в один том невозможно. Это надо разбивать на несколько подтомов, и это уже плохо сказывается на удобочитаемости материала. Поэтому, если в дальнейшем будет когда-нибудь сайт, то, скорее всего, все эти документы будут опубликованы там. Но что могли собрать, то здесь опубликовано. Самая важная часть, которую я считаю, это текстовый корпус, воспоминания о Джамалдине и исследовательский корпус. Особенно я бы хотел отметить, вот это стараниями Раисы Бедиговой было, текст от Хаважина Костоева, который... Поэтому вот эта марка, я ее курировал, здесь вы видите Джамалдина. Здесь вы видите Джамалдина в его каноническом изображении. Чаще всего в интернете, если вы вводите Джамалдин Ди, вы, скорее всего, увидите вот этот вот портрет. Сзади фотография, честно говоря, я не уверен, что это РЗИ. Есть сильные сомнения, поскольку у Баши не было точных идентификаторов, поэтому, но формально будем считать, что это РЗИ, откуда происходит Индия. И пару слов о Индии. Хотел бы отметить. Я, конечно, снова извиняюсь. Да, сейчас я быстро. Зовем девушку. Она написала целый цикл произведений на тему. Света Федоровна, добрый вечер. Для меня творчество Джамалдина Булиева – это целый мир, неиссякаемый источник и стихи, которые он пишет от души и с теплотой, с любовью о природе, о матери, о горах и вообще о своем народе. Вот. И они у меня нашли отклик в моей душе и вдохновение, и появился вокальный цикл на слова Джамалдина Индиго. Сегодня хотела немножко вас познакомить. Сейчас прозвучит на стихи «Осень».
как мы знаем, у него была любовь к матери, мать поет. Перевод Тарковского. Месяц тонет в дымке тонкой, гаснет сонный небосклон. Мать баюкает ребенка, а над ним летает сон. Он вступает сновиденье, ходит дрема в серебре. Мать поет и спит сиренье, спит сиренье на горе. Мать поет и спит сиренье, спит сиренье на Это перевод, ну и не могу я не спеть на ингушском. Ну, здесь больше ближе акапеллы, я поэтому на ингушском языке про любовь. Воспоминания, я немножко в двух словах, с девушкой около реки Терек, да? Добрый вечер, я очень рада присутствовать на таком замечательном мероприятии. Джамалдин также бывал и в моей семье, был дружен с моим отцом. И когда была маленькая, я знала, когда папа говорил, приехал гусар, то значит начинается веселье. И когда мы жили в Арамхе, он был у нас в гостях. И когда мы потом переехали в Дачное, а Дачное, как вы знаете, это селение Яндиева. Я об этом узнала потом, когда приехала, училась несколько лет, и у нас на журнале успеваемости было написано селение Яндиева. Меня это вот повергло в большое удивление. Я потом папу спросила, и он мне сказал, а что тебя не удивляет, что у тебя в классе
14 яндиевых из 20. Можно было бы догадаться самой. Я здесь не буду просто занимать очень много вашего внимания. Я не могла, конечно, пройти мимо такой даты. И я подготовила очень маленький цикл, небольшой, из его очень великих стихотворений. Где я рожден, в скале гнездо орлицы. Где я рожден, обвал гремящий мчится. Там водопад кружит чинары лист. Как сердце матери там воздух чист. Где падает от древней башни тень. Когда рождался день, счастливый день, когда кричал олень, я был рожден. Слеза. Как тяжкая капля из тучи, когда назревает гроза, из глаз ее ясных и жгучих первая пала слеза. Я бросился, чтобы поймать ее, ладони подставил моля. Прожгла она руки и сердце, и в черные пала поля. Чаша. О, где же эта глиняная чаша, наполненная свежим молоком? Я пил, и пальцы тяжелела чаша, и рос я с каждым радостным глотком. А ты корову, мама, очень рано доить вставала. Горы и река еще не проступали из тумана. Ох, этот вкус парного молока. Сначала ощущение заботы твоей и старой чаши доброта, ее привычный терпкий вкус у рта, затем судьбы крутые повороты, скитаний, пустота и темнота. Мне приходилось жить, как иноземцу, вдали от материнского тепла. Разбилась чаша, медленно по сердцу, отчетливая трещина прошла. Я спою вам песню, свою авторскую «Эрзи», потому что я считаю, что она как раз сегодня должна прозвучать для Джамалдина, потому что «Эрзи» — это родовое гнездо Джамалдина.
Присутствует наша замечательная Дугурхан Гадзуева, потрясающая исполнительница, чтица папиных стихов. Пожалуйста, Дугуля. Добрый вечер, Цель Пашинцы. Я всегда со сборниками. Я Джамалдина, в принципе, поэзию начала впитывать где-то с класса 7-8. Это было еще в Кантушевской школе, преподавателем, где был многим, наверное, известный Иса Яковлевич Кобзоев. Человек, который впервые нам как-то дал понять, что на Земле есть люди, которые выплескиваются через вот такие определенные символы, которыми искусно владеет Джамалдин Яндиев. Потом я просто перенесла этот журнал, здесь вот написано «Воронеж, Березовая роща, 54, Государственный институт искусств, Щелковская студия». Потом с Джамалдином просто сводило то, что мы учились в театральном институте в Воронеже, и нам присылали вот эти журналы. И мы их берегли, и здесь вот я не зря его захватила, этот журнал, потому что здесь есть стихи, да, которые мы на вечере землячества в Воронеже, я вот отсюда брала и читала Джамалдина Яндиева. В общем-то, есть строки, которые, наверное, для меня они, в общем-то, являются как бы путеводителем в жизни. Я не буду долго занимать ваше внимание. Астрал здесь бардиш, денег измедлежни. Вахш цанхалиес илаш харцдар хаити бехмие. Нана ждут долдок. Сабьёхуц дертелин. Нян лят бах кок балахвуц ари дацмаде. Денег мелвах. Вахш цамерц халиез. Хайн туркул хахитра. Нахар цивизич. Вовсак хубуац. Наверное, в этом весь Джамалдин. С вашего позволения я именно с этого журнала хотела бы зачитать Джамалдина.
Джамалдина. Есть просто прекрасные его слова. Наверное, по-другому он и не мог говорить. Ходеттали, садок, ходеттали. Мяш или керч мелких, лакаламыш. Тейкдеш, декли, замовых, бахту-бахтышбех. Дарик Дейза, нян лят вейханзе бяхадат. Дикчер, мерз безен беа, естедол, бухдол, ешьяц, нет бях, бис бяди халрах, шиняга бухат сгурбяри. Деша сигелых тохрах, син целч ац, дастен ади, ходеттали садок, ходеттали. Мерш или керч мелких, лакаламыш тейкадеш, декали, замовых, ваккабацыш, И, наверное, еще и переводит Джамалдина. И я думаю, короткое восьмистишие в переводе Рамзана. В поэзии живу я целый век, но не могу бестрепетно читать слова других, чистейшие, как снег. Сердца без лжи и зависти встречать, какое это счастье отыскать единственные, верные слова и в будущее мысль свою послать, чтобы летела вдаль, всегда жива. И счастье, что живой своей поэзией, своими мыслями, и дай Бог, чтобы каждый из нас имел возможность хотя бы чуть-чуть прикасаться к его творчеству и любить, так, как умел любить хотя бы частично Джамалдин Ильич. Только что тетя Гуля прочитала стихотворение. Я хочу на это стихотворение сейчас вам исполнить песню. Так как я только за 2 дня узнала, что сегодня буду присутствовать на этом мероприятии, я только вчера нашла время выучить текст, и вы простите, если я буду иногда подглядывать. И спою я акапеллу. Да, я могу без микрофона. Деревитиза, не налят виханзе денадат. Девча мерза, беза, биа, не сирола, цибула, ишият. Ходехтали, садок, ходехтали, мяши или керчу, мелотех. Латуамушкой, кадиша, бекали, замубеха, бахтак, бацаш, бех. Ходехтали, садок, ходехтали, мяши или керчу, мелотех. Латуамушкой, кадиша, бекали, замубеха, бахтак, бацаш, бех. Никабяха, бядимиса, някахуда вура бяди, дыши себе ларахтухара, сима циличи азбястен аре, ходехтали садок, ходехтали, няны, мяши или керчи мелотех, латаламышкай, кадиши бекали, замубеха бахтак бацаш бех. Ходехтали, садок, ходехтали, мяши или керчи мелотех, латаламышкай, кадиши бекали, замубеха бахтак бацаш бех. Спасибо. Знаете, мы тут посовещались. Как-то после такой замечательной художественной части, после таких очаровательных голосов, возвращаться к официально написанным приветственным адресам, как-то вот мне показалось некомфортным и для себя, и для вас. Поэтому я думаю, вот сейчас мы сначала послушаем Ивана Юрьевича Голубничева,
который прислал тоже свой приветственный адрес, который принял участие в праздновании столетия Джамалдина Яндиева. А каким образом это произошло, он сейчас скажет сам. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Республики Дагестан и Чеченской Республики. Дорогие друзья, прежде всего позвольте мне поприветствовать вас от имени нашей Московской городской организации Союза писателей России. Наша организация давно и плодотворно сотрудничает с союзами писателей Северного Кавказа, Чеченской Республики, Дагестана, Республики Ингушетия. Наш председатель, замечательный поэт Владимир Бояринов, является автором многих и многих переводов стихов Джамалдина Яндиева, которые опубликованы в одной из книг. И поэтому я считаю совершенно логично, и я очень рад, что сегодня мы с вами. И, пользуясь случаем, наверное, уместно будет поздравить весь братский ингушский народ с замечательной этой выдающейся датой, столетием со дня рождения великого поэта Джамалдина Яндиева. Примите мои искренние Джамалдин Яндиев был одним из тех выдающихся деятелей литературы, на творчестве и на авторитете которых основывался высочайший авторитет и ингушской литературы, и многонациональной советской литературы, ныне литературы России. Его известность, его высокое качество его поэзии основано на том, что в своих стихах он говорил о понятиях и ценностях, без которых невозможна нормальная человеческая жизнь, о тех ценностях, которые мы называем традиционными. Его переводили лучшие переводчики Советского Союза, России. Здесь уже назывались Семен Липкин, Арсений Тарковский, и в то же время Анатолий Передреев, Владимир Бояринов, и Михаил Шаповалов, Борис Сиротин, и еще многие-многие переводчики. И это очень хорошо, поскольку здесь уже звучала мысль о сложности вообще перевода, что это всегда версия какая-то вот стихов. И когда поэты переводят многие переводчики, то общее, что остается вот в произведениях многих мастеров, и является тем главным, что удается донести до читателя. И стихи Джамалдина Яндиева, сегодня они звучали здесь и на ингушском языке, и на русском языке в переводе, и они продолжают вдохновлять современных поэтов. И мне бы хотелось внести вот свой вклад, прочитать стихотворение. Наша уважаемая Раиса Дидигова написала к столетию Джамалдина Яндиева стихотворение на ингушском языке, переложение на русский язык, хочу предложить вашему вниманию. Раиса Дидигова, твой стих подобен сердцу твоему, памяти Джамалдина Яндиева. Твой стих прозрачен, чист и светел, подобен сердцу твоему. С ним луч сливается рассветный, ночную разгоняя тьму. Людей твой голос одаряет частицей своего тепла, и тьму из жизни прогоняет, чтоб мирной наша жизнь была. Он наши мысли обращает к истокам жизни, где века народ наш нравственность питает, как будто свежесть родника. Не быть поэзии без дара, талант даруют небеса, стихи не настигает старость, поэтов вечны голоса. И твой талант, талант от Бога, ниспослан свыше, стал судьбой, в своих проникновенных строках являет мир душевный твой. Ты славишь жизнь, родные горы, и отчий край, что так хорош, и слово прогоняет горечь, и правда побеждает ложь. Твой стих к высокому стремится, и в нем, как в зеркале, видна твоя душа. О, как томится под гнетом времени она. Искал ты счастье в жизни этой, но не нашел его в пути, и был ты истинным поэтом, не мог покоя обрести. Твой стих хранил тебя годами, светилась гордая строка,
Воздвиг ты башню из страданий, как эта башня высока. Ты так владел ингушским словом, твой дар был подлинно велик. Ты укрепил столпы основы и первый столб, родной язык. Без смысла нет, без слова нет стихотворения, и смысла в звуках нет пустых. Ты словом вел произведение к глубинам смыслов мировых. Свою любовь к ингушской речи открыл ты в нежных строфах нам. Они гласят при каждой встрече, как та любовь была сильна. Ты стих ингушский наш прославил, ему дал смысл и красоту, на высоту его поставил и закрепил ту высоту. В том, Джамалдин, уж нет сомнений, твой дар есть благородство знак, что явлен на стезе мучений, но сохранился чист и благ. Вдруг голос в памяти раздастся, прорвав преграды злой судьбы. Пусть в вечности тебе воздастся за то, что правде верен был. Канон яндиевский ты создал, и стих ингушский ты взрастил, стихов блистающие звезды народу щедро подарил. Твое большое вдохновенье творило чудо красоты, давая новым поколениям истоки жизни и мечты. Была трудна твоя дорога, но чести с гордостью полна. Твоя поэзия — эпоха, но ей и вечность суждена. Раиса Дидигова. Перевод Ивана. В конце октября месяца будет большой блок материалов, посвященный столетию со дня рождения Джамалдина Яндиева. Это и стихи, и переводы, и, в частности, статья Хасана Вахитовича Туркаева, посвященная творчеству Джамалдина Яндиева. Спасибо. Во-первых, собран большой массив воспоминаний о Джамалдине, оцифрованные документы буквально от семейных рукописей Джамалдина до вот страница с вот этой вот злосчастной буквой Х. Я сейчас правильно произнес, поэтому можете попробовать. Публиковавшие вот это визуальное отображение буквы аграфемы, это, в общем говоря, просто идея. Так вот, в большинстве шрифтов, это 99% современных шрифтов, даже 99,9% справочно-ссылочный аппарат книги. И поэтому перейдем быстро к справочно-ссылочному аппарату книги, потому что это довольно важно. Во-первых, в книге есть довольно обширный раздел с оглавлением, где довольно подробно все расписано. Не общий раздел, а последовательность. Поэтому фотораздел выделен в отдельную область. Обратите внимание, что взгляды Джамалдина на вот это образователь повернуты внутрь, то есть вы их видите по вот этой вот складке, ну, грубо говоря, фальцовке. Из ряда стихов, переведенных Тарковским. Время, время, конь лихой, за тобой бегу постой, дай до гривы золотой дотянуться мне рукой. Через воды, горы, долы устремляешь свой полет, пролетаешь, конь веселый, подожди, а ты вперед. Гаснет звезд молочный свет, и смотрю я молча ввысь, выстоял, поднял птиц. О нет, годы юные взвесь. Вот, мне кажется, стихи такого ряда, переводы такого ряда, они уже имеют оползновение, имеют шанс, не знаю, как сказать, войти уже в состав русской поэзии. Вот то, что я хотел сказать, и сейчас выступит председатель Совета писателей, вот дорогая, значит, наша Раиса Дидигова. Зал у нас небольшой, обстановка такая камерная, поэтому я тоже не буду стоять у микрофона, я думаю, лучше прямо отсюда. Итак, Джамалдин Хамурзаевич Яндиев. Первый народный ингушский поэт, член Союза писателей СССР с 1937 года, кавалер ордена Знак почета, автор более 20 поэтических сборников на ингушском и русском языках, выдающийся ингушский лирик, произведения которого в разное время переводили
Тарковский, Липкин, Коржавин, Передреев, Веленский, Асанов, Голубков, Сиротин и другие, о котором его первый переводчик Арсений Тарковский в 1939 году написал «Большой лирический подъем, соловьиный голос». Помимо русского, стихотворения поэта переведены на многие языки народов Северного Кавказа: украинский, эстонский, татарский, немецкий, английский и японский. Сам Джамалдин Яндиев перевел на ингушский язык произведения Лермонтова, Пушкина, Маяковского, Горького, Шевченко, Хитагурова, Маршака и других. Поэт родился в селении Балта пригородного района Терской области 5 мая 1916 года. Это фактическая дата. Официальной датой с 1966 года является 16 октября 1916 года. Родителями поэта были простые крестьяне. Мать умерла в 1920 году, отец в 1950 году в депортации в Северном Казахстане. В 1925 году он поступил в Балтийскую сельскую неполную школу, по окончании которой в 1929 году поступил в подготовительную группу индустриального политехникума в городе Владикавказе. В 1932 году, как писал поэт, вступил в комсомол и профсоюз. Успешно окончив подготовительную группу, перешел на первый курс тепломеханического отделения, где проучился до окончания, то есть до 1936 года. Но тепломехаником Джамалдин Яндиев не стал. Будучи студентом, начал писать стихи и даже публиковать их. В 1934 году поступил на заочное отделение литературного института имени Горького, где проучился 3 года. С 20 декабря 1936 года начинается профессиональная деятельность Джамалдина Яндиева как литератора. Он работает корреспондентом республиканской газеты «Ленинский путь», а также переводчиком Чечен-Гос-Издата в городе Грозном с марта 1937 года по 5 февраля 1938 года. С чем он так для нас притягателен? Как мы связаны, только ли духовно, что это еще такое? Оказывается, у него ноги ингуши. Это мне, дорогих братьев. И я была поражена тем, как он озаботился и говорит, и у меня на эти дни назначен ряд встреч с учеными московских вузов, вообще вот с этой ученой братьей. И говорит, я не отказываюсь, я очень внимательно посмотрю, какую встречу я смогу перенести, я очень постараюсь приехать, я хочу там быть. И, в общем, я перезвоню. И, конечно же, он перезвонил вечером, и потому как был огорченно звучал его голос, я поняла, конечно, что у него не получилось перенести эти встречи. И тут вдруг, так и случилось, он говорит, к сожалению, не получается, но мне так хотелось. И вот это даже не ответ был мне, не разговор со мной, а его мысли и его внутренние какие-то, я бы сказала, крики души, стенания, что он не может там быть, а очень хотел. И вдруг вот такая пауза, Рая говорит, а давай, вот я сейчас, вот я прямо выхожу, тут рядом почта, я иду и отправляю вам телеграмму. Пусть, говорит, хотя бы таким образом я там буду присутствовать. И она сейчас здесь, я зачитывать ее не буду, потому что он нас сегодня осчастливил своим присутствием здесь. Поэтому слово нашему дорогому, любимому, обаятельнейшему человеку, которого Викторовича Киркалова. Но самое главное, конечно, что Раиса сказала слово «любим». Спасибо. Но, прежде всего, конечно, Раиса Абухаровна по доброте и чистоте души
душевно, и много слов хороших обо мне. Спасибо. Вот. А что касается нашего любимого Жамалдина, то, конечно, это, я считаю, достояние духовное и, если хотите, нравственное достояние не одного ингушского народа, а всего Кавказа, Северного Кавказа прежде всего, и многонациональной российской литературы. Достояние, вот я слушал внимательно вступительное слово ведущего. Я, простите, не знаю ваше имя и отчество. Синельников. Синельников. Но и очень много проникновенных, теплых, добрых слов им было сказано о Жамалдине Яндиеве. И вот как-то я уловил такую горечь в высказываниях Синельникова, имя ваше? Михаила. Что вот он менее известен, он не получил широкого, скажем, не признания, а широкой известности те годы, когда он, Жамалдин Яндиев, творил. Вы знаете, вот такая блестящая плеяда поэтов Северного Кавказа, и Расул Гамзатов, и Жамалдин Яндиев, и Магомед Мамакаев, и Гайсин Кулиев, конечно. Это величайшая плеяда, которая вдруг после восстановления, и Расул Гамзатов, конечно, я, по-моему, его, вдруг после восстановлений автономии вот, ряда республик, и балкарского, и ингушского, и чеченского народов, эта плеяда вдруг как-то вот спонтанно у них, как будто горная река, скажем, вырвался голос радости в поэзии, голос радости от соприкосновения с родной землей, что вот они наконец есть дома, от встречи с родной землей, по которой они так истосковались в течение 13 лет, и после такой тяжелой нравственной травмы, перенесенной им, как и народами, период переселения, период ссылки, период голода, нищеты, холода, морального гонения или моральных гонений этих народов. Вдруг вот эта радость, она в таком философском аспекте вырвалась у них наружу. И выдающиеся поэты, повторяю, великие поэты. Но понимаете, почему вот Миша, боже, я вас так назову, Михаил, менее известен? Потому что, вот сами сказали, он, Раиса сказала в своем докладе прекрасно, он не был подобострастен, Жамалдин. Вы знаете, он никого не называл по имени. Да, по имени-отчеству он себя называл Гусар. Мы много раз бывали на собраниях общественности республики, партийного, хозяйственного, там собирали работников науки, культуры и прочие, и писателей. Часто мне и, естественно, других приходилось слышать, как он первому секретарю Апрякину был замечательный человек, Семен Семенович, Гусар. Гусар, вот это, то-то, то-то, то-то. И ко всем гусары, вот даже Иван Минтяк, но многие присутствующие знают его, к сожалению, нет живых. Минтяк написал стихотворение после смерти Жамалдина Яндиева «Последний гусар».
Да. Ну и вот эта плеяда Жамалдину Индию в том плане, вот, понимаете, если и Мамакаеву, и Жамалдине Индиеву, и тоже Раисе Ахматовой, там, и другим поэтам, замечательно выдающимся ингушским поэтам чеченским. Значит, им не повезло в каком смысле? В том плане, что литературная критика и литературоведение республики, этих жанров литературного творчества пока в республике не было, или они были зажаточности. Некому было говорить громко, пропагандировать это творчество. Но дело в том, что вот время проверило искренность, весомость, философичность, гражданственность поэзии Жамалдина Яндиева. Вот прошло 100 лет со дня его рождения. Прошло много лет после его кончины. Но вот видите, Жамалдин Яндиев волнует своим творчеством и переводчиков, и музыкантов. И я твердо в этом уверен, будет волновать и скульпторов, замечательных ингушских скульпторов, которые творили еще в советские времена и оставили свое, так сказать, свое выдающееся творчество в городе Грозном, это как-то памятник пожарникам, ну и другие, так сказать, скульпторы. Жамалдин Яндиев, конечно, мне сегодня трудно говорить, потому что я как-то в одной из своих работ попытался о нем сказать вот свое слово, сидя сейчас, я подумал, ведь приходилось писать о многих поэтах тогда, и писателях, и прозаиках, об ингушских, чеченских, северокавказских, а тоже Семена Липкине, Михаил, ну и о других переводчиках. А вот работа о нем я назвал только, о нем назвал свою работу «Голос Христа», чистоты. Потому что он был чист, как слеза ребенка, и в мыслях, и в поэзии, и в жизни, и в поступках. Поступках добрых, высоконравственных. Спасибо. Повторяю, великий ингушский поэт, не только, повторяю, северокавказский поэт российского масштаба. И я думаю, что со временем, конечно, ему будет и других местах. Спасибо. Асан Вахитович дал Сидол, дал Черепа, он везычка сдал везилфа. Ну и вот такой же наш любимчик, которого чеченцы считают своим, а мы считаем, абсолютно не уступая им, своим, Али Димаев. Золотой человек, дорогой любимый, вам слово. Сын Умара, друга памятного. Голос и так нет. Я с микрофоном воспользовался. Кстати, Хасан, я прекрасный баритон. Если бы так получилось в консерватории, был бы солистом Большой театр минимум, рядом с Мосом. Вот. Тембрально просто, я мечтаю такой голос. Бог голос не дал, ну, просто душа поет, как говорил Утесов. Друзья, я был в Грозном первый КВНщик, первый рокмен, вы играли Deep Purple, Beatles, все подряд, все сдавали себе. И примерно у нас был бунтарь такой, был президентура Индиев. Через его сына Мурата и очаровательную дочку, которая вся вот воплоти и за мужчин Яндиева, и за женщин, это гордость войнавской, значит, культуры, которая скромно, как бы, вот эти будыри сидит, ну, не об этом я говорю. 41-я школа, в которой Вот, рядом, да, рядом была 41-я школа. И вот, друзья, там нас организовали ансамбль Вайнахи. Вайнахи, для тех, кто по-ингушски плохо говорит, это свои люди. И в этих своих людях у нас, значит, был русский, армянин, еврей, горский, значит, ингуш, я там самый бездарный чеченец. В общем, мы эту группу сварганили, но в хорошем смысле слова, буквально через нет Горно, значит, райкома комсомола, прочее. Вот. Ну, мы брали пример
с тех, кого мы узнали или, наверное, приоткрыли просто занавес посредством знакомства. Может быть, не такого глубокого знакомства. Наш отец, будучи известным артистом, музыкантом, другом вот всех этих гениальных писателей, поэтов, также Раисы Ахматовой. Ну, наверное, Хазан был помоложе, он тогда редко к нам приходил. Вот. И вот Джамалдин, светлоголовый, просто не голова, а солнце там заходил, воздушность становилась еще светлее. Понимаете, ни одного светка лишь ничего не надо было. Там одни мозги вот так вот. И вот когда он заходил, отец уже полный рост стал его, потому что звучный голос и такой действительно густар в самом высоком смысле слова. Амар! И так далее. Он написал стихотворение, говорит, а стиха я о тебе написал стихотворение. И буквально метафора или как-то коротко. И замолчал там троеточие, шестоточие. И он такой, я еще понял, ой, дядя сильный. Мама милуется. Это поэт. Они жили через дорогу. Там проспект Победы, мы на Гребедово случайно получили квартиру. 9 человек жили там. Совместно так уж дал у нас трехкомнатную квартиру рядом. Вот. К счастью, Джамалдин как бы жил рядом. И вот когда они заходили, ну, Махмуд там весь красавчик, там, где зеркало у вас, типа, нормально, все нормально, 45 копеек сюда кушают. Да. И вот Раиса такая, Ася, наша мама, куда можно присесть? Может, помочь тебе? Нет. И вот Джамалдин, я помню, один момент такой был. Амар, помнишь Сибирь, помнишь ссылку нашу? Помнишь, брат мой, помню. Я думаю, ну, я сейчас буду танцевать, танцую. И вот они обнялись так, и дядя Джамалдин сказал, Амар, теперь никто нас не выгонит с родной земли. Нет такой силы. Теперь Всевышний и наша Родина, и все наши талантливые земляки сомкнут ряды, и никто не посмеет больше нас сослать с родной земли. Вот об этом и ты своей гармонии поешь. И мы, литераторы, будем воспевать. Будем воздвигать этот памятник подвигу, который наш народ в ссылке осуществил. И все-таки не потерял духа, не потерял любовь к родине, не потерял веру в добро, в дружбу. В общем, он так красиво говорит, это собирая слова, которые обрывками слышу от них, от всех. Вот отец, значит, тоже намагнитился. Вот. Мне даже кажется, что они прослезились, ну, такие были мужские скупые слезы, совершенно не панические. И тогда отец сказал, Джамалдин, вот, ну, они там смешаны, черногорский язык, мы все понимаем, прекрасно там, особенно когда медленно говорят, я быстро говорю здесь. И вот он говорит, Джамалдин, об этом я написал фантазию свою. И произведение, когда я услышал, отец ее на гармошке, четырехпалая постановка, где такие редкие басы, но в этих четырехпалых звуках, коллега знает, очень легко, может быть, в большом оркестре шум навести, а тремя голосами выразить очень много, емкость такая. И когда отец эту фантазию сыграл, все присутствующие стоя это произведение слушали. Туда, как отец говорит, я туда внес, туда постарался в этой фантазии передать тяжелую историю майнарского народа, который незаслуженно много раз страдал, и каждый раз, как из пепла, восставал и сохраняя свои лучшие традиции. Эти традиции мы передадим людям и расскажем об этой всей стране. Словом, это тот вечер для меня, наверное, во многом определил, что эта дорога правильная, и я действительно должен буду служить искусству, продолжая дело вот этих славных гусаров нашей культуры, нашей истории и нашего будущего. И вот теперь вот эту фантазию мы недавно записали, ту самую, которую он Джамалдин играл. Это клип, значит, там играет младший мой братишка, вот, на самой отцовской гармошке,
там это, даже видно видеоклип. Дома послушайте и вспомните, что вот эту фантазию дядя Джамалдина отец играл, и стоя со слезами слушали обо всем, что наш народ претерпел. Насколько можно было передать музыкальное произведение. Я поздравляю всех нас со столетием, но 100 лет им как-то даже не идет, думаю, ну лет 40-50 хватит, паспорт, может быть, не вовремя выдали. Но дело в том, что он у нас всегда будет ассоциироваться настоящим мужчиной, поэтом, гением. Да, вот Раиса, тот момент, когда он сказал, что чиновники приходят и уходят, а искусство, а поэзия вечна. Во дворце пионеров шел пленум Союза писателей ЧССР тогдашнего. Вот. Мой друг, один известный поэт, сказал, что он припоздал. И там тоже Опрятный сидел в президиуме, ну, тогда был обком курировать писателей, о чем они там говорят. Вот. Продолжая страницы Сталина, наверное, так. Об чем там не сказали такое. И вот Джамалдин, так, муж опоздал, подошел в первый ряд, так, какой-то молодой встал, ушел, он присел, значит, ему даже головной убор забыл снять, и тезисы какие-то начал писать. Потому что он понимал, что это рабочее, это пленум, это не конференция, это не парад 1 мая, или не прием в Кремле. Он просто пошел работать туда. А как оказывается, Опрятный начал шушукаться. Кто такой? Что тебе говорит? Вообще забыл, где он находится. А потом пошел, Джамалдин тоже там зашпорил, выступил, перерыв. Они вышли в холл, и вот там, в холле, Джамалдин там закурил, и там что-то усиленно говорил о проблемах писателей, значит, и так далее. И Опрятный подходит, ну, как мне стыдно, как неловко, народный поэт в головном уборе, мол, курите в фойе, там стоите, опоздали, мол. Тут же начал учить Джамалдина чему-то. И вот тут Джамалдин, в присутствии этого свидетеля, сказал: Опрятный, я думал, вы секретарь обкома, а вы швейцар, что ли? Так знаете, что чиновники уходят, приходят, а поэзия вечна. Вот это мне рассказывал человек, который там присутствовал. И вот, наконец-таки, песню, которую я бы хотел ему посвятить. И всем тем, кто его кредо идет. Честь, достоинство, любовь к людям, матери, к родине, к сестре, к женщине, к героям, которые оставили людям самые лучшие воспоминания о чертах характера нашего народа. Эта песня называется «Звените песни». Я думаю, что примерно вот эти метафоры, которые в этой песне, они согласуются с тем, что, значит, пропагандировал и о чем писал Джамалдин Индиев. Век уважаемый. Можно? Сейчас я попробую. Можно лучше. Vamos
Что вот на этом духоподъеме наша официальная часть заканчивается. Я всех прошу пройти на Чаплик, на следующую неформальное общение. Барков Замечательная пара, да? Я представляла, что вот он таких Так, свободно сделали, журналисты не знают. В нашем городе слово не показывает. Горские песни сняли. Забрать. надо просто... Ничего, потихоньку. Спасибо, я, конечно. Как это так? Не так, как под ваши золотые тени. Таких лепешек, таких отведайте, понимаете? Все, я прошу, Андрей. Обращайтесь.